Россия атаковала Беларусь, Орбан на грани отставки, Лавров называет главного врага НАТО. Обо всем этом расскажу подробнее. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости. Российские войска атаковали пассажирский поезд в Чернигове. Европа выходит из ступора и призывает утвердить 17-й пакет санкций. Месть на миллиард. В Узбекистане нашелся охотник за дорожными камерами. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Зашаталось кресло под Орбаном. По его предвыборной кампании ударили его же оружием, деньгами. Оппозиция обещает разморозить миллиарды Евросоюза и провести референдум по Украине. Разблокировка средств ЕС даст плюс 1% к экономике. Это более чем 2,2 миллиарда долларов. И это как глоток воздуха для страны, которую уже несколько лет душит инфляция, ослабленный экспорт и политическая изоляция. Партия ТИСа вернет домой средства ЕС, заблокированные из-за коррупции в правительстве. Этим мы создадим основу для экономического и социального оздоровления общества. Какой будет новая страна? Она будет гуманной, в ней будет солидарность, она будет ответственной и патриотичной. Орбан у власти с 2010-го. Все это время он воевал с Евросоюзом по разным фронтам, особенно по теме независимости судов и СМИ. Итог: миллиарды евро помощи просто заморозили. Брюссель ждал реформ, но Будапешт их саботировал. Теперь впервые за долгие годы оппозиция начинает дышать в затылок. Партия ТИСа обгоняет правящую Фидес в соцопросах, и это происходит на фоне почти полной экономической стагнации, новых угроз от США и тревожных сигналов от европейских инвесторов. ЕС готовит новый удар по Кремлю. Министры иностранных дел Союза собрались в Люксембурге, чтобы обсудить тревожные события последних дней. Повестка максимально жесткая: смертоносный удар России по Сумам, гуманитарная катастрофа в Газе и новый виток санкционного давления. Главный посыл от европейских политиков: Путин саботирует перемирие. Украина уже больше месяца готова к прекращению огня, но Кремль как специально продолжает удары, как это было в выходные, когда Сумы снова оказались под обстрелом. Министр иностранных дел Франции считает, что Путина надо заставить пойти на мир, он сам этого не сделает. Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочется движухи. Особенно это подчеркивают страны, которые граничат с РФ. Польша, например. Украина безоговорочно согласилась на прекращение огня более месяца назад. Чудовищные нападения на Кривой Рог и Сумы – это издевательский ответ России. Я надеюсь, что президент Трамп, администрация США увидят, что лидер России издевается над их доброй волей, и я надеюсь, что будут приняты правильные решения. Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила о необходимости максимального давления на Россию. Ну а глава МИД Литвы призвал срочно переходить к 17-му пакету санкций, и в него должны войти российский Росатом, вся цепочка экспорта российского сжиженного газа и теневой флот РФ. Брюссель окончательно убедился: надежды на переговоры с Путиным – иллюзия. И теперь Европа, судя по всему, переходит в наступление: политическое, экономическое и, возможно, дипломатическое. Вопрос только один, и он у меня к вам. Хватит ли у ЕС решимости дожать Москву или снова ограничиться громкими словами и вялым символическим давлением? Как думаете? Не забывайте написать свое мнение в комментариях под этим видео. Россия ударила по пассажирскому поезду в Чернигове. Ударные дроны прилетели в один из вагонов поезда в Семеновке. О разрушениях и пострадавших говорит глава областной администрации. До его отправления было полчаса, поэтому, к счастью, пассажиров еще не было. Дональд Трамп вновь взрывает инфополе. Президент США резко высказался о недавнем ракетном ударе по Сумам. И можно было бы назвать это первым прозрением, но оно уже не первое, и предыдущие тоже ни к чему не приводили. Это было ужасно, и мне сказали, что они допустили ошибку. И я думаю, это ужасно. Вся эта война ужасна. Эта война началась из-за злоупотребления властью. И если бы я был президентом, этой войне никогда бы не дали начаться. На прямой вопрос журналистов, кого он имел в виду, Трамп ответил холодно и дерзко: спросите их.
Но кто же на самом деле, по мнению Трампа, допустил эту самую ужасную ошибку в суммах? Я думаю, мы скоро узнаем. Разведывательная служба, их там 17 или 15, по-моему, в Соединенных Штатах Америки. И есть у них эти общие доклады, они говорят о том, что Россия не хочет мира, Россия хочет продолжать дальше агрессию, Россия не соблюдает те договоренности в вопросе прекращения, скажем, огня, которые были. Но нынешняя администрация Трампа, им лучше пока закрывать глаза на это. То есть у них другая линия, опять же. И я думаю, что пока Путин не кинет Трампа, он, скорее всего, не поменяет этот вектор. Ну а президент Украины тем временем приглашает самого Трампа в Киев через журналиста CBS, обращаясь к президенту США. Мы хотим, чтобы вы приехали и посмотрели. Вы думаете, что понимаете, что здесь происходит? Хорошо, мы уважаем вашу позицию, вы понимаете. Но, пожалуйста, прежде чем принимать какие-то решения, какие-то форматы переговоров, приезжайте и посмотрите на людей, мирных жителей, воинов, больницы, разрушенные церкви или мертвых детей. Придите и посмотрите, а затем давайте двигаться по плану. Правда, Дональд Трамп после такого интервью решил закрыть телеканал CBS, на котором и вышло это интервью. Во всяком случае, пообещал, что журналисты заплатят большую цену, ведь они отбились от рук. Но говорит, что, цитирую, программа «60 минут», против которой подан иск на миллиарды долларов за мошенничество, совершенное в ходе президентских выборов 2024 года, упоминает имя Трамп в уничижительном и клеветническом тоне. Конец цитаты. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. С начала года в Беларусь залетело более сотни беспилотников. В войсках отчитались о достижении. Системы ПВО сбили уже 18 беспилотников самолетного типа. Об этом местным пропагандистам заявил командующий ВВС и войск ПВО Андрей Лукьянович. Говорит, зафиксировали 128 нарушений госграницы в воздушном пространстве. Боевое применение ПВО было всего 23 раза, а дежурные силы уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Для сравнения, в Украине за минувшие сутки сбито 40. Об этом пишут воздушные силы ВСУ. Белорусские так называемые власти традиционно не раскрывают детали, а просто сообщают об угрозе и ответных мерах. Ни фото, ни видео, ни координат, а значит, простор для домыслов огромный, особенно на фоне напряженной ситуации на границах с Украиной, Польшей и Литвой. Турция провела дипломатический форум. По факту торги, кулуарные сделки и громкие сигналы миру. Кто с кем, кто против кого и кто за сколько. Но была и дипломатия, конечно. 4-й дипломатический форум в Анталии в очередной раз позволил узнать пульс дипломатии. Главное не в словах, главное в том, что случилось. Судан признал Косово, это плюха Сербии и Москве. Неожиданная и точно не случайная. Турция потихоньку продвигает свою повестку, при этом красиво держась в нейтралитете. Газа, все опять озабочены, обсуждают страдания палестинцев. Орбан прогибается и называет Турцию ключевым партнером. А кому еще ему подмигивать, если ЕС тебя ненавидит, а Путин тонет? Лавров жалуется на эпоху неопределенности, а сам в изоляции и ходит как чужой, никто не хлопает, никто не ждет. Это не против кого-то, это не против НАТО. Я думаю, что самый большой враг НАТО — это само НАТО и те, кто пытается использовать его для доминирования в нарушение собственных обещаний в ОБСЕ. Невероятное предложение от российских властей. Госдума снова берется за демографию. Теперь предлагают сокращать женщинам рабочий день на час, но с сохранением полной зарплаты. Автор идеи депутат Игорь Антропенко, по его мнению, мамам просто не хватает времени. Нужно с работы в 6 успеть отвезти детей на кружки, секции, да еще и не упасть от усталости по дороге. Стоит вопрос повышения демографии, а когда у молодой девушки будет время на выстраивание личной жизни, если она целый день проводит на работе, а потом уставшая едет домой? Аргумент жесткий. Уставшая мать – плохой пример для дочери, и та потом вообще рожать не захочет. А значит, нужен лишний час свободы. Причем не только для тех, у кого уже есть дети, но и для всех женщин в перспективе. А тут еще и кружки, на которые обязательно нужно водить детей. Уже через несколько часов коллега по Думе, депутат Светлана Бессараб, говорит, такую женщину с коротким днем просто перестанут брать на работу. Ну и логичный вопрос, а если детей в кружки водит папа? Ему тоже час отрежем? Или самое прекрасное
прекрасная половина человечества, как выразился креативный депутат, у нас все еще обязана тянуть все сама. Сколько камер видеонаблюдения можно разбить за один раз, пока тебя не поймают? Этим вопросом задался, видимо, житель Узбекистана, который довел счет до 52 по всей Андижанской области. С пневматикой в руках, как на охоту, только мишенями стали глаза системы. Судмедэксперты посчитали ущерб, и он шокирует. 1 миллиард 147 миллионов сумов. Это больше 90 тысяч долларов. Повреждено 51 камера марки Hikvision и 1 радарный комплекс. Наверное, месть системе, которая за всеми следит, удалась. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.